Здравствуйте! Это видео снято для людей с нарушениями слуха. Цикл видеороликов называется «Азбука права». Все видео подготовлены с учетом пожеланий глухих и слабослышащих людей. Мы постарались, чтобы жесты и слова были понятны каждому человеку, у которого есть инвалидность по слуху. Мы будем говорить на жестовом языке. Внизу экрана вы можете прочитать субтитры, а для слабослышащих мы записали голос. Наше видео сопровождается иллюстрациями, которые помогут вам лучше понять соответствующую тему. Образовательное видео для глухих и слабослышащих людей. В предыдущем видео мы рассказали вам о заключении и расторжении брака. В этом видео мы расскажем об алиментах. Что такое алименты, для чего платят? Алименты – денежные средства, которые выплачивает один из родителей на содержание несовершеннолетних детей либо на содержание нетрудоспособного супруга. Однако алименты могут быть взысканы не только в денежной форме, но и в натуральном виде. Например, при ведении фермерского хозяйства и отсутствии наличных денежных средств алименты могут быть возмещены натуральными продуктами. Есть следующие виды алиментов: выплачиваемые родителями детям, выплачиваемые совершеннолетними детьми родителям, выплачиваемые одним из супругов другому супругу. Алименты, выплачиваемые родителями детям. Согласно Семейному кодексу Кыргызской Республики, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Важно! Отсутствие заработка или фактического дохода не освобождает родителя от обеспечения детей, и он обязан самостоятельно искать средства для уплаты алиментов, исходя из суммы средней заработной платы, либо выплатить движимым или недвижимым имуществом или его частью путем предоставления ребенку или детям в собственность в равных долях. Если родители не выплачивают средства на содержание своим несовершеннолетним детям, алименты взыскиваются с родителей в судебном порядке на основании иска в суд территориального государственного органа по защите детей. Суд может обязать родителей оплачивать обучение нуждающихся детей 18 лет до 21 года. Обучающихся по очной форме в платных учебных организациях до окончания обучения. Размер алиментов определяется судом в размере 50% от стоимости обучения. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке. Суд может назначить размер алиментов ежемесячно в размере: на одного ребенка 1/4, на 2 детей 1/3, на 3 и более детей половины заработка или фактического дохода родителей. Алименты на несовершеннолетних детей удерживаются со всех видов заработной платы и дополнительного вознаграждения, как по основному месту работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной, сомах или иностранной валюте и натуральной форме.
Люди, отбывающие наказание в виде исправительных работ, алименты выплачивают из 70% всего заработка после удержаний, предусмотренных приговором или постановлением суда. С осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, а также в следственных изоляторах, привлеченных к оплачиваемым работам, удержание алиментов производится из 70% всего заработка и иного дохода, после выплаты расходов по их содержанию в указанных учреждениях. Важно знать о том, что в целях обеспечения своевременного финансового обеспечения потребностей ребенка суд вправе вынести постановление о взыскании алиментов до вступления решения суда о взыскании алиментов в законную силу. Родители обязаны платить алименты на содержание нетрудоспособных детей и после достижения совершеннолетия. Алименты, выплачиваемые совершеннолетними детьми родителям. Трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. Дети могут быть освобождены от уплаты алиментов, если судом будет установлено, что родители уклонялись от выполнения обязанностей родителей или лишены родительских прав. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов. Права требовать алиментов в судебном порядке от бывшего супруга имеют бывшая жена в период беременности, бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком в течение 3 лет со дня его рождения, нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком с ограниченными возможностями здоровья до достижения ребенком возраста 18 лет или за общим ребенком, являющимся лицом с ограниченными возможностями здоровья с детства первой группы. Нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. Нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее, чем через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке длительное время. Ответственность за неуплату и уклонение от уплаты алиментов. По заявлению плательщика алиментов суд может освободить его полностью или частично от уплаты задолженности по алиментам, если установит, что неуплата алиментов была связана с болезнью или по другим уважительным причинам, не дающим возможности погасить задолженность по алиментам. При задолженности по вине плательщика алиментов он уплачивает получателю алиментов неустойку в размере 1/2% от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки. Если плательщик уезжает за границу на постоянное место жительства, то он обязан выплатить весь размер алиментов, определенный судом за весь период.
Уклонение родителей от выплаты средств на содержание несовершеннолетних либо совершеннолетних, но нетрудоспособных и нуждающихся в материальной помощи детей наказывается штрафом от 40 тысяч сомов до 60 тысяч сомов. Такая же ответственность предусмотрена в случае уклонения от уплаты алиментов детьми на содержание родителей. Уплата алиментов прекращается в следующих случаях. При достижении совершеннолетия или по окончании платного учебного заведения ребенка, детей. При усыновлении ребенка, детей другими людьми. При вступлении в другой брак супруга-получателя алиментов. Смерти плательщика алиментов. Каждый человек, имеющий детей и родителей, нуждающихся в содержании, обязан помогать и заботиться о них. Благодарим за внимание.